Первоочередные задачи созданного в конце декабря 2023 года Министерства энергетики и транспорта Республики Абхазия – определение и изучение положения дел в сфере электроснабжения страны и разных видов путей сообщения, подчеркнул в начале пресс-конференции первый вице-премьер Дженсух Нанба. На протяжении долгих лет энергетическая инфраструктура находится в критическом состоянии. На ее ремонт и развитие требуются большие денежные средства, в то время как, согласно статистике, за свет в государстве платят только 14% населения. Неужели это, на ваш взгляд, соответствует действительности, что всего 14% наших с вами граждан имеют сегодня возможность платить за электроэнергию? Мне кажется, что здесь есть другие проблемы. Мне кажется, что первое – это отношение к потреблению электроэнергии, это проблемы с учетом, да, и с механизмами оплаты, информирования и так далее. И здесь у нас нет другого выхода, как встать вместе, я имею в виду потребителей и людей, которые занимаются, да, этой проблемой, и четко и прозрачно вести эту отрасль к развитию. По результатам прошлого года объем потребления электроэнергии удалось сократить на 300 миллионов киловатт-часов. Это благодаря установке приборов учета и впоследствии более бережному отношению к электричеству. Сегодня по республике установлено 27 тысяч счетчиков. Всего в Абхазии 90 тысяч абонентов. Абсолютно понятно уже, что мы должны продолжать эту работу. Установка приборов является самым эффективным инструментом наведения порядка, так скажем, с учетом, повышения финансовой дисциплины по уплате за электроэнергию. Ну и то, о чем мы говорили, да, это качественно скажется на более эффективном потреблении электроэнергии. В марте в селе Бедиет Кварчалского района сгорел двухэтажный дом. Причиной стало обвисание линии электропередачи в результате перегруза ВЛ Ачгуара. Пострадавшей семье по поручению президента был куплен дом в Сухуми. До этого на ВЛ Ачгуара проводились ремонтные работы. Однако, по словам министра энергетики и транспорта, у линии есть свои особенности. Беда в том, что чаще всего это бывает у нас в зимний период, да, когда нагрузка увеличивается, и, значит, мы превышаем те нормативные показатели, которые может пропустить линия, да, в силу своих физических характеристик, у нас возникают вот такие проблемы. Поэтому здесь глобально, если говорить, мы подошли к ситуации, когда необходимо уже думать о строительстве параллельной линии. Нам недостаточно тех линий, которые у нас существуют. Коснулись журналисты и темы борьбы с незаконной добычей криптовалют. Сегодня, согласно данным Министерства энергетики и транспорта, объем потребляемой электроэнергии деятельности криптофирм составляет 40 мегаватт. Мы четко понимаем, что объем, который потребляют майнинги, он сократился по сравнению с предыдущими годами, да, с 2020, с 2021. С тем же 22-м, но даже этот объем является для нас недопустимым. Мы всячески должны бороться с этим явлением. Уже в декабре этого года планируется запуск Сухумского аэропорта. Первый тестовый полет запланирован на июнь. В аэропорту будут работать около 500 человек. Набор и обучение уже начались. На текущий момент порядка 15 человек были направлены на обучение в Россию, но также хочется отметить, что работа продолжается. Мы получаем квоты правительства Российской Федерации на обучение, но прием заявок скудный. Люди слабо обращаются. В общем, мы проводили работу по информированию населения, но на текущий момент ситуация оставляет желать лучшего. В последнее время в междугородних маршрутных такси повышены тарифы за проезд. По словам министра энергетики и транспорта, никакого официального решения по этому вопросу нет. Вот такие факты самовольного повышения тарифов констатируются, но хочу и граждан проинформировать, да, официально никакого повышения у нас вот в этот период не происходило. Есть четко установленные тарифы, которым должны соответствовать все участники, так скажем, отрасли пассажироперевозок.
Коснулись и роста цен на топливо в преддверии курортного сезона. С 1 мая цена на бензин марки АИ-92 составит 62 рубля за литр. Все это связано с тем, что цена, да, экспортная цена в России растет. И здесь, к сожалению, мы никак с этим бороться не можем. Но есть прогнозы, что пиковые, так скажем, пиковые потребности в ближайшем будущем пройдут, и цена в какой-то степени будет снижаться. В ходе пресс-конференции обсудили ряд вопросов, касающихся Абхазской железной дороги, дополнительных парковочных мест, увеличения количества часов работы транспорта и другие актуальные темы. Гугуца Вардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.